По рекомендации Координационного штаба ношение масок в общественном транспорте должно быть обязательным для населения. Как мы убедились, практически большая часть пассажиров и водителей в столице в средствах индивидуальной защиты. Как говорят водители, без масок в салон они никого не пускают или выдают их сами. Кроме того, каждое утро в городском транспорте проводится профилактическая дезинфекция салонов. Обязательно только в масках. Мы только что видели, что они выходили некоторые без масок. Не, они здесь сняли двое, когда выходили. Так только в масках. Так мы не останавливаем. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике, согласно распоряжению президента, работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должна осуществляться в соответствии с графиком и в порядке, осуществляемым главами местных администраций и по согласованию с СЭС. Так, по распоряжению главы столичной администрации Беслана Эшба, Сухумский центральный рынок будет работать в четверг и субботу, а государственный торговый комплекс Сухумприбор во вторник и воскресенье. Также запрещена деятельность всех объектов общественного питания, за исключением оказания услуг по доставке еды. В Апатске и Абаза нам сообщили, что они закрыты, посетителей не принимают, работают исключительно на доставку. Далее мы посетили несколько ресторанов и кафе, расположенных на Сухумской набережной. Кафе быстрого питания «Бургер» работает на вынос и доставку. Наш бургер будет работать, у нас есть служба доставки по номеру телефона, или у нас еще есть на вынос заказы. Будут приходить заказывать, ожидать за дверями, и когда их не будет заказ готов, они будут забирать и уходить. На вынос также работают кафе «Бариста», «Лофт», «Чигем». А вот ресторан «Абхазия» полностью закрыт ввиду отсутствия услуги «Еда на вынос». Также закрыт ресторан национальной кухни «Нарта». А вот кафе «Дольче Вита» работало. На веранде были расставлены все столы. На дверях у входа в кафе не было памятки о том, что кафе работает на вынос. Внутри за одним столиком сидели посетители. Администратора на месте мы не застали, но и официанты не ответили на наши вопросы. Затем мы решили узнать, как соблюдаются меры предосторожности продуктовых магазинах столицы. Мы посетили несколько объектов. В магазине «Волна» на дверях памятка, призывающая соблюдать санитарные нормы. У входа антисептик. Продавцы в средствах защиты, но вот некоторые посетители были без масок. У нас соблюдается норма, как полагается. Есть этот антисептик. Девочки в масках ходят, и посетитель то же самое. Посетителей у вас немного? А кто переболел, они говорят, что им нельзя одевать. И все. Поэтому. В случае выхода они могут обманывать. Вы требуете, да? Да, или мы маски им отдаем, и все без проблем заходят. Дезинфицируем все, так что, не знаю, порядок наводим. Руководство строго к нам относится, к этому, ко всему, и мы тоже. В магазине «Алиса» к нашему приходу посетителей было мало, но зато в средствах индивидуальной защиты. По словам кассира, бывают случаи, когда они пускают вовнутрь посетителей без масок, но исключительно, когда в магазине немноголюдно. Хлеб берут, там что-то попросят. Или там пожилые, мы берем сразу тут обслуживаем, но в основном бывают в масках все. Сами заходят, там у нас написано даже, что в масках заходили, но в перчатках редко. Нет, у нас их нет. Они стоят вот здесь, мы их сами, что они хотят, они нам говорят, то есть есть, нету, если что. В зал не пропускают? Нет, бывает, когда заходит, если вот один человек, он только бывает, и он проходит, у нас мало людей сейчас, и проходит, он сам берет все, что хочет, я, естественно, маски, его обслуживаю, и все. Народу мало, а так, чтобы так куча без масок заходили, так не заходят. В другом продуктовом магазине «Абырлаш» на турбазе также было мало посетителей, но продавцы уверяли, что в магазин они пускают людей только в масках. Конечно же, за один день невозможно посетить все места массового скопления людей, но, как видно, далеко не везде соблюдаются ограничительные меры. Отрадно отметить, что в общественном транспорте ситуация изменилась к лучшему. Аля Катрап, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.